отключая всю систему отопления, перекрыть здесь гребеночку, у вас остановится только это крыло, обслужили фильтр, поставили на место, открыли краны, у вас опять все заработало. Лето – самое время начинать подготовку к зиме, так и с ремонтными работами в образовательных учреждениях. Процесс одновременно начался в разных школах республики, в том числе и в гимназии Марьям. Буквально неделю тому назад начались ремонтные работы в школе Марьям города Магаз. Работы ведутся на всех 3 этажах. Главная задача – заменить все коммуникации. Замена канализации, ремонт систем отопления и вентиляции, обновление полов и ряд других задач необходимо выполнить за короткое время. Решение взял на себя благотворительный фонд «Сафмар». Огромное спасибо руководству нашей республики. И, конечно же, огромнейшее спасибо Михаилу Саварбековичу, который отозвался на наше обращение. И так оперативно сейчас работают эти бригады. Работа идет полным ходом. Главное, что будут теплые кабинеты, восстановят отопление, полностью меняют сейчас систему, ставят обновленную, гораздо современную, систему отопления. Времени до начала учебного года осталось не так много, а работы больше, чем достаточно. На объекте одновременно задействовано несколько бригад специалистов высокого класса. Было обращение директора лицея на имя Михаила Саварбековича Гуцериева, благотворительный фонд «Сафмар», оказать помощь в ремонте лицея, школы. Было распоряжение поехать посмотреть, приехали специалисты, проверили, какие проблемы в школе значатся. Отопление не работает. Тот год они сидели без отопления, дети, обогревались там пушками, какими-то вентиляторами. Также не работает водоотведение, канализация. Из-за протечки воды поднялся у них паркет в школе везде. То есть, проблема. И с 1 сентября директор переживала, как этот год они зиму будут переносить. В данный момент приехали специалисты, эти работы ведутся, устраняют проблемы, делают новое отопление, полностью всю новую систему. Также пробивают всю канализацию, водоотведение, полностью будут меняться полы, паркет, плитка. Гимназия Марьям построена в 2001 году. За 20 лет проблем накопилось немало. Основная – сырость, которая повсюду из-за нарушения работы системы отопления. Это повлекло за собой ряд других проблем. Отопление системы – это не просто батарею поменять, это разводка в полах. Это нужно штробить, долбить, ломать, другие трубы устанавливать. То есть это огромный фронт работ. Специалисты есть, помимо того, мы привлекли даже с других городов специалистов, кто именно в этой системе хорошо разбирается. Этой системе уже больше 22 лет. Я думаю, то, что связано с запуском отопления, мы этот вопрос решим. Строители трудятся в ускоренном темпе. Контроль осуществляет ответственные лица. Насколько система, отвечающая всем техническим требованиям, будет служить долго и качественно, зависит от того, насколько уход будет грамотным. Эти задачи возложены на администрацию школы. Здесь новые трубы, увеличили диаметр труб для того, чтобы у вас прохождение было теплоносителя больше. Мы сейчас сориентировались на 2 крыла, те, которые не работали. Поэтому мы в первую очередь делаем их, а потом просто попробуем промыть систему и уже посмотрим, как будут вести себя остальные. Подрядчик уверен, что успеет выполнить намеченное до начала учебного года. Гимназия Марьям не единственный социальный объект, где ведется ремонт на средства благотворительного фонда «Сафмар». Большой объем работ проводится, в частности, и в специализированном детском доме-интернате, расположенном в сельском поселении Троицкое. Фатима Катиева, Мадина Марзиева, Ахмед Исмурзиев. Вести, Ингушетия.